Вот так было неспокойно в диспетчерской Черноморэнерго совсем недавно. Звуки сирены, сообщающие об очередной аварии в сетях или на подстанции, не умолкали сутками. Сегодня здесь иная картина. Непривычное спокойствие и тишина. Энергетики говорят о том, что ситуация в энергосистеме республики немного стабилизировалась. Хотя нагрузки потребления электроэнергии от 10,5 до 11 миллионов киловатт-часов в сутки. Но это связано и с погодными условиями. И вторая причина – работа нелегальных потребителей электроэнергии. На сегодняшний день их деятельность не такая активная. Все это благодаря проведенным мероприятиям по отключению криптоферм, убеждены специалисты. Почти все крупные майнинговые фермы за этот период отключены и демонтированы. Кроме того, совсем недавно, как сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии, в Россию из республики было вывезено 10 тысяч аппаратов по добыче криптовалют. А это, как объясняют энергетики, около 20-22 мегаватт. Сейчас появилось такое, что очень много частных домах стоят по 3, по 4, по 5 штук. Их обнаружить очень сложно. А с ними как-то ведется сейчас борьба, продолжается? Борьба продолжается. Но несмотря на то, что борьба с нелегальными потребителями продолжается и ситуация в энергосистеме республики немного стабилизировалась, аварии все же имеют место. Небольшие поломки энергетики устраняют быстро. Дежурные группы Черноморэнерго работают круглосуточно. Крупных аварий не было давно. Но вот в день съемок 22 марта часть Гудаутского района осталась без света. Всему виной перегруз на линии и ветхое состояние кабеля, которому около 15 лет. На место сразу же выехала бригада сотрудников Черноморэнерго. Таких старых кабелей в республике немало, поэтому энергетики еще раз призывают бережно относиться к электричеству. Сейчас на Ингургэс ведутся ремонтные работы. По информации Черноморэнерго, ремонт идет по графику и к маю будет завершен. На это время в республику организован переток 800 миллионов киловатт-часов, но он может закончиться к середине апреля. Кроме того, по имеющейся информации, возможно, будут увеличены тарифы на электричество. Сейчас тариф, который у нас есть, она ниже себестоимости передачи электроэнергии. Мы не говорим об Ингургэсе, только внутри Абхазии, для того, чтобы нормально работала энергосистема. Но резкого подъема, я надеюсь, что не будет. Она будет поэтапно осуществляться. Вот, например, насколько увеличится тариф? Ну, я пока не могу сказать, потому что над этим пока еще Министерство экономики работает. Несмотря на все факторы, благодаря которым состояние энергосистемы в республике стабилизировалось, как говорят энергетики, расслабляться не приходится, так как в любой момент можно вернуться к ситуации крайнего дефицита электроэнергии. Кугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.